Мы приветствуем всех на телеканале Якутия-24. Добрый вечер, в эфире телепроект «Вот это да!». Весь февраль мы болели за участников конкурса «Вот это да!», и финал конкурса собрал самых лучших исполнителей из Алекминска, Ленска, Алданского, Мирнинского, Хангаласского, Нерюнгринского районов и города Якутска. Наш уникальный проект «Вот это да!» дает прекрасный и реальный шанс каждому начинающему артисту заявить о себе на весь наш прекрасный большой регион. Конкурс проводится второй раз и при содействии Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Но и более того, в этом году нас поддержала Мирнинская компания Мирнинского района, медиакомпания «Алмазный край». Сегодня профессиональное жюри определит самый прекрасный голос Якутии. Ну а второго победителя, дорогие телезрители, объявите вы. Кстати, в эти минуты уже идет СМС-голосование за понравившегося вам исполнителя. Свой голос за любимого вокалиста можно отдать с помощью СМС на номер 5533. Напишите слово «ход» и номер участника. Внимание! Голосование за главный приз зрительских симпатий состоится в течение всего эфира, и он завершится за 15 минут до его окончания. Ну а теперь самое время представить то самое профессиональное жюри, о котором я сказала чуть ранее. Владимир Петрович Индигирский, заведующий вокально-хоровым отделением детской школы искусств номер 2, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, член жюри. Людмила Анатольевна Шумилова, главный хормейстер филармонии Якутии, заслуженный деятель искусств Республики Саха. Александр Владимирович Лукин, режиссер, конферансье, отличник культуры нашей республики, член жюри. Лариса Алексеевна Донская, преподаватель Якутского музыкального колледжа, отличник культуры нашей республики. Ну и Станислав Петрович Олисов, преподаватель по вокалу Якутского колледжа культуры и искусств, отличник культуры Республики Саха-Якутия и, главное, председатель жюри, человек с решающим голосом. Ну что ж, настало время начать наш конкурс. Мы переходим к первому нашему конкурсанту, который спешит взять в руки микрофон и занять наше место. Это Петр Пестерев. Он родом из села Хотучу Хангаласского района. Работает в поселке Максагалок, в центре культуры. Молодой человек безумно скромный, абсолютно немногословный. Но и ему не нужно ничего говорить, когда есть такой вокальный талант. Он безумно влюблен в музыку. Пожалуйста, бурные аплодисменты. Приветствуем. Здравствуйте. Меня зовут Петр Пестерев. Я финалист вокального конкурса «Вот это да!». Я очень благодарен членам жюри, то, что они оценили мои вокальные данные. Я действительно люблю петь. В данное время работаю в поселке Максагалок, ЦК «Юность», помощником звукооператора. В свободное время я занимаюсь пением, люблю петь. И желаю всем финалистам хорошего выступления и хорошего настроения. И я надеюсь, что с финалистами мы будем выступать на сцене и не раз. Sole, sole, sogno l'orizzonte, mancan le parole e io silenzio che succede in stanza quando manca il sole. Sei, no ci sei, tu con me su le finestre. Mostra il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te
quando sei lontano sogno l'orizzonte mancan le parole e io silenzio sei con me, tu mia luna tu sei qui con me, mio sole tu sei qui con me, con me, con me, con me. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto, vissuto con te, adesso sì li vivrò con te, partirò. Su navi per mari che io lo so, non esistono più, con te io li rivivrò, con te partirò. Su navi per mari che io lo so, con te io li rivivrò, con te partirò. Io con te. Только что для наших телезрителей, для наших зрителей в зале выступил наш первый участник Петр Пестерев. Всегда сложно, наверное, открывать. Да? А эта композиция, один вопрос буквально, уже когда-то тобой исполнялась или же ты приготовил специально для финала нашего конкурса? Первое. Впервые исполнил, специально для нашего конкурса, ну, тем более, все сегодня впервые. Давай мы передадим слово нашему жюри, Лариса Алексеевна Донская. Давайте начнем с вас. Или, может, без... понятно. Но я хочу сказать, что это уже второй раз, когда я слышу Петю. И надо сказать, что вот в студии это звучит просто великолепно. Я даже вот подумала, что... Но иметь такую кантилену, но, наверное, любой оперный певец будет мечтать об этом. Вот, я вас поздравляю, очень хорошее выступление. Спасибо. Спасибо вам. Владимир Петрович Индигирский. Спасибо. Ну, для первого номера, для нашего замечательного конкурса вы задали хороший тон, такой широкий, масштабный, да? Андреа Бочелли, произведение композиции, которое не каждый оперный певец берется за это произведение. Как кажется, что он не такой уж и сложный, на самом деле там очень много космического пространства, которое вы, к сожалению, не достали. Поэтому не буду слишком долго говорить, не могу сказать, вот это да. Так, Александр Владимирович Лукин, спасайте. Здравствуй, Эмилия, во-первых. Почтение мое Здравствуйте, дорогие телезрители и все участники. Всех приветствую. Прекрасный образ, прекрасный голос. Очень хорошо спел. Я вот наблюдал за зрителями. Вот на первых рядах девочки сидят, умилялись. А вот на задних рядах, прям там у них уже там любовь вспыхнула, да? Так что... А можно спросить у вас, вы на русском разговариваете или на якутском? Сахалы Сангранда. Очень приятно, да. Хорошая внешность, и я желаю удачи. Спасибо. Да, мне очень понравилось. Спасибо огромное. Я хочу напомнить, что с начала нашего эфира началось СМС-голосование. Все, кто хочет поддержать нашего первого участника, Петр Пестерев, отправляйте на короткие СМС-сообщения 5533 слово «Ход» с номером нашего участника.
И не забывайте, что за 15 минут до нашего эфира СМС будет завершено. За 15 минут до конца эфира мы провожаем Петра, моему коллеге Евгению, на микс-зону. Итак, мы приветствуем вас из микс-зоны, дорогие наши телезрители. Ко мне сейчас подойдет Петр Пестерев, участник номер 1. Я вам по секрету скажу, что Петр принимал участие уже неоднократно в больших масштабных республиканских конкурсах. Петр, ну, поздравляем тебя с выходом в финал. Расскажи о своих ощущениях. Ну, очень волнительно. Как ты оцениваешь свои шансы? Ну, тохтихай. Настроен на победу? Ну, конечно. Ага. Мы искренне желаем тебе победы и дальнейших творческих успехов. Спасибо. А следующую участницу, представляя, хочется сказать и процитировать слова из известной композиции «Леди в красном, как ты прекрасна». Она прибыла к нам из Томота, и ее зовут Мальвина Аверина, это причем не псевдоним. Мальвина – это яркий пример о том, как любовь к вокалу, которая началась буквально для друзей на кухне, привела к конкурсу «Вот это да». Под ваши бурные аплодисменты. Всем привет! Меня зовут Мальвина Аверина. Мне 51 год, и я являюсь финалистом вокального конкурса «Вот это да». Хочу сказать огромное спасибо всем, кто проголосовал за меня, и благодаря вашим голосам я смогу поучаствовать в финале этого конкурса замечательного и показать, на что я способна. Надеюсь, что я оправдаю ваши ожидания. Новость о том, что я прошла по результатам голосования, я услышала в кругу своих друзей, своих родных и близких. Конечно, это было очень волнительно. Телефон разрывался, все поздравляли. Это было очень волнительно, очень радостно. Работаю я бухгалтером в Томотском специализированном доме для престарелых и инвалидов. Работаю бухгалтером практически сразу, как закончила техникум. Вокалом начала заниматься где-то уже лет с 30, благодаря знакомству с хорошими людьми, которые работают и по сей день работают в Доме культуры нашего города. Конкретно хочу передать большой привет Калинину Юрию Николаевичу, потому что этот человек научил меня многому. Благодаря чуткому руководству Юрия Николаевича я участвую уже несколько лет в городских мероприятиях, в концертах. У меня даже есть свои поклонники. Передаю им привет. Очень сложно, я совсем одна, ты пойми, забери, без любви мне больно, не могут жить в разлуке лебеди, подожди, не спеши. Что чувства позади, нет назад пути. Не могут жить в разлуке лебеди, подожди, не спеши. Возьми меня скорей, любовь.
мою согрей, любовь уставших лебедей. Мои сны без души, я скучаю, мне очень трудно, на глазах дожди. Не молчи, позови, без любви мне больно, я прошу, уступи мои чувства, не моя проза, иногда во сне приходи, забери, не ищи другую. Не могут жить в разлуке лебеди, подожди, не спеши, не говори, что чувства позади, нет назад пути. Не могут жить в разлуке лебеди, подожди, не спеши, возьми меня скорей, любовь мою согрей, любовь уставших лебедей. Не могут жить в разлуке лебеди, подожди, не спеши, возьми меня скорей, любовь мою согрей, любовь уставших лебедей. Возьми меня скорей, любовь мою согрей, любовь уставших лебедей, лебедей. Мальвина Аверина. Прекрасный лебедь. Дело в том, что за Мальвину проголосовал практически весь Томот. Именно поэтому сегодня в финале Мальвина участвует. Давайте вместе, да, узнаем, что же думает по поводу выступления наше профессиональное жюри. Людмила Анатольевна. Первое, что хотела бы отметить, сложнейшая просто композиция, сложнейшая по двум параметрам. Первое – это интонационно, очень сложно. Второе – это регистрово. Здесь захват большого диапазона голоса, как и нижний регистр, так и высокий. Эту песню очень опасно брать, потому что все мы знаем оригинал, он звучит в голове, и приходится сравнивать. Вы понимаете, вот это в этом большая опасность, что сравнивать приходится с источником, с большими возможностями связок и с профессиональным образованием, да, у кого. Но это ладно. Значит, в потенциале, я думаю, что вы смогли бы ее исполнить так, как, ну, допустим, мне в идеале бы хотелось. На что хотела бы обратить внимание? Именно из-за того, что захват идет нижнего и высокого регистра. В высоком регистре вы звучите более достойно. В нижнем регистре много было не тех нот, именно потому что вы не слышите, потому что низко, сложновато, да? Не хватило интонационной ровности. Ну, это очень надо обладать большим очень талантом, может быть, даже не столько талантом, сколько вам бы кто-то подсказал бы, помог, да, выровнять нижний регистр, вам было бы полегче. Ну и интонационно большие перепады, это все хотелось бы более сглаженно и ровнее. Потом песня, понимаете, песня, она идет к накалу, она идет к развитию, должна быть кульминация. Наверное, вы очень волновались, я вас очень понимаю, потому что материал красивый, очень большие возможности, но
Вы поете первый куплет, я думаю, ну давайте, ну еще. Ну и пошел припев. Вы осторожничали, видать, боялись что-то не добрать где-то, потому что размах, сложнейший, для профессионалов, понимаете? Это бесконечно сложная очень песня. Я думаю, сейчас во втором куплете. Второй куплет, он уже должен по-другому, он должен быть более накаленный, более темпераментный. И прорыв во втором припеве. И его тоже нет, вы осторожно, все, деликатно в этой песне. Должен быть размах, должен быть отрыв. Вот мне этого не хватило. Но вы очень талантливый, и я думаю, что у вас все впереди. Владимир Петрович, хотели бы услышать ваше мнение? Спасибо. Ну, конечно, красивое имя Мальвина. Я думал, что, может, Мальвина что-нибудь придумает на песне Игоря Крутого, разнообразит, раз она взяла такое сложное произведение. Но, к сожалению, действительно, я согласен с Людмилой Анатольевной, что после оригинала очень сложно слушать ваше исполнение. Такое ощущение, как будто я сижу в караоке-зале. Понимаете? Хотя у вас замечательный, красивый тембр. Вот нет развития на самом деле. Все вот на одном тоже монотонная шарманка звучит. Неубедительно. Поэтому не могу сказать, вот это да. Мы хотели бы услышать мнение в адрес красивой, яркой женщины нашего председателя жюри Станислава Петровича. Мальвина, я очень рад вас видеть. Насчет, да, действительно, репертуар сложный, там переходы сложные. Ну, я считаю, вот, действительно, вы по-своему эту песню спели, а не так, как оригинал, самое главное. Вот, и когда я тоже вот видел в списке, что будет эта песня, я тоже думал, как вы сделаете эту песню. А вы по-своему художественно выстроили эту песню. Ну, скажем так, художественно очень красиво было. Вы действительно жили, вы действительно передали ощущение, то, что я хотел бы услышать, вот, да, через эту песню. Действительно это было. Но вот то, что касается вот моих коллег, вот техническая сторона, да, и развитие этой песни, да, это действительно было. Но вы по-своему спели, это было здорово. Спасибо. Спасибо большое. Это не все. Дорогие друзья, я хочу напомнить, вновь обратиться ко всем телезрителям. Я уверена, что Тамут поддержал один раз, поднимется и второй раз, и поддержит нашу прекрасную Мальвину. Голосуйте, пожалуйста, отправляйте смс-сообщение на короткий номер 5533 со словом «Ход» и нашей участницы, номер которой вы видите сейчас на своих экранах. Да здравствует любовь всех лебедей! Мы провожаем нашу Мальвину, провожаем к Евгению. Евгений, встречай. Ну что ж, город Томмот Алданского района подтверждает, наверное, статус самого поющего, одного из, по крайней мере, населенного пункта нашей республики. Ко мне сейчас идет, подвигается наша Мальвина, прекрасная Мальвина. Держите, это вам. Спасибо. На память диплом участника. Спасибо большое. Красивой женщине, красивый букет. Спасибо. Мальвина, но все-таки, положа руку на ваше огромное горячее сердце, скажите нам, с чем вы был, с какими вот целями была выбрана именно вот эта песня? Ну, песня, она же вот от всей души. И вот я считаю, что если уж на конкурс идти, то нужно голос развить, показать свою душу, чем твое сердце, да, дышит. Я считаю, что эта песня, в принципе, раскрывает. Ну, конечно, я не профессионал. Как чувствую, так я ее и исполнила. До сих пор волнуюсь. Но мы уже убедились, что в Томмоте поют даже бухгалтера. Друзья, давайте поддержим нашу участницу Мальвину из города Томмота. Пожелаем дальнейших творческих Спасибо успехов. большое, Да. спасибо. И надеемся, что вот эти советы, которые дало наше высококвалифицированное жюри, пойдут на пользу вам как творческому человеку. Да, спасибо большое, жюри. Спасибо за... Я, в общем-то, первый раз я первый раз участвую в конкурсе, первый раз профессионально именно жюри говорят мне, конечно, это нужно учесть в дальнейшем, если будем, может быть, еще участвовать на следующий год. И это совершенно правильный подход. Мальвина, дальнейших творческих успехов вам. Спасибо.
Добрый вечер, дорогие друзья. Рада приветствовать всех, кто только что присоединился к нашему, отмечу, прямому эфиру на телеканале Якутия-24, потому что сегодня у нас знаковое, я бы сказала, даже историческое событие, финал второго сезона конкурса «Вот это да». И градус нашей студии накаляется, потому что на сцену выходит выпускница Херсонского музыкального училища Марина Ханина. Марина приехала к нам в город Якутск из города Мирного не просто так. Ей была присуждена победа по мнению жюри. Какую же композицию сегодня для финала подготовила Марина, мы с вами услышим буквально через несколько секунд. Здравствуйте, меня зовут Марина Ханина. Я приехала из города Мирного. Я являюсь финалистом конкурса «Вот это да». Я лауреат всероссийских международных вокальных конкурсов. В нашем городе я принимаю участие на всевозможных концертах, потому что без песни нет моей жизни. Передаю свою душу всем зрителям. Благодарю всех, кто болеет за меня. Очень люблю свою мамочку Травину Алену Викторовну и своего сыночка. Постарела мать за 30 лет, а вести от сына нет и нет, но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать, и на что надеется она. Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков безусых не пришло. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне, все пришли в кино и старый мал. Кто познал войну и кто не знал, перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно это было вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик. Алексей, Алешенька, сынок, Алексей, Алешенька, сынок, Алексей, Алешенька, сынок, словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой, стала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет, но сквозь год мчался сын вперед. Алексей, кричали земляки, Алексей, просили, да беги. Кадр сменился, сын остался жив, просит мать о сыне.
он лежит, жив-здоров, не ранен, не убит. Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Словно сын ее услышать мог. Дома все и чудилось кино, все ждала вот-вот сейчас в окно. Посреди тревожной тишины постучится сын ее с войны. Марина Ханина. Я уверена, что... Дело в том, что Марина работает педагогом по музыке в школе в городе Мирный. Я уверена, что сегодня болеют за нее все абсолютно, и ученики, и родители, ну и, конечно же, Мирные. Давайте мы вместе услышим мнение нашей уважаемой жюри. Лариса Алексеевна, вам слово. Ну, спасибо. Вы выбрали такую очень песню глубокую, которая в наше время очень была популярная, и мы все ее любили. И, конечно, ваше эмоциональное исполнение где-то, может быть, вам и помешало. Потому что звуки на гласные, они были какие-то очень такие резкие, рисковатые. У вас очень красивый, сильный голос, но вот эта вот чрезмерная эмоциональность, может быть, где-то помешала вам, может быть, вот эти верха как-то облагородить, что ли, потому что они были очень такие открытые, и где-то мне даже иногда слух резало. Но, в принципе, я думаю, что ваш голос, ваше желание петь даст вам возможность, может быть, потом выбрать более такую подходящую песню для вашего голоса. Потому что по состоянию это, конечно, было неплохо, но очень много эмоциональности, может быть, где-то помешало спеть ее лучше, чем вы это сделали. Спасибо большое за ваше мнение, Лариса Алексеевна. Хотелось бы услышать теперь мнение Александра Владимировича. Очень драматургически выстроенный материал. Слышно, что вы владеете своим голосом как инструментом прям прекрасно. Мне, как режиссеру, например, я не соглашусь с Ларисой Алексеевной. Наоборот, мне очень понравилась вот эта эмоциональность. Я, когда слышу музыку, у меня как кинорежиссера, да, у меня всплывают картинки. Я слышал вас, и у меня уже нарисовались вот такие образы, да, картинки. Я уже видел то, что вы поете. Вы полностью прониклись материалом. Спасибо за красивое выступление. Завершающее слово по данному номеру Владимир Петрович. Вам, пожалуйста. Большое спасибо. Вы знаете, что, наверное, сила вашего звучания в сегодняшнем нашем конкурсе – это у вас чистейшая фонограмма. Она сделана именно под вас, все продумано. Это божественный голос, ложится на вашу замечательную чистую фонограмму. И в вашем исполнении я увидел поэта Андрея Дементьева, увидел композитора и автора-исполнителя Евгения Мартынова и исполнительницу, наконец, нашу Марину Ханину. Поэтому я говорю, вот это да. Спасибо. Уважаемые телезрители, за Марину Ханину, которая только что исполнила для вас балладу о матери, мы просим отправлять смс-сообщение на короткий номер 5533 со словом «Ход» и номером нашей прекрасной конкурсантки, которая сегодня в Якутск прибыла из Мирного, чтобы выступить с таким сильным номером. Марина, благодарим вас. Вы аж прослезились, моя золотая. Я вас хочу проводить к Евгению. Вот галантный мужчина вас сейчас встретит. Итак, мы
Продолжаем вещать из микс-зоны нашего конкурса. Друзья, Марина Ханина – тот редкий случай, когда через телеэкраны пробивается энергетика участника и в самое сердце, в самую душу заходит смысл этой песни. Марина, просим вас подойти сюда. Очень эмоциональное, очень яркое исполнение сейчас мы услышали. Но держите цветы, диплом участника. Марина, вот много было сказано членами жюри о вашем эмоциональном настрое сегодня. Как вы сами считаете, он помог вам или же все-таки он вам немного мешал? Ну, я думаю, что я довольна своим выступлением. Сегодня я прочувствовала песню как никогда. Такого раньше не было. Мы видим и слезы, и испарину. Вот смотрите, вот таким должен быть настоящий артист. Выкладываться на все 100%. Марина, вы сама преподаватель музыки. Да. Что преподаете? Музыку в средней школе номер 1 города Мирного. Это и теория музыки, и какой-то инструмент? Ну, мы там поем, и теория музыки. И тогда вот напрашивается следующий вопрос, уже не вникание в советы высокопоставленного жюри, а ваш совет. Какой будет он вашим ученикам или тем, которые вот хотят заняться искусством, тем, которые хотят, может быть, начать петь? Что нужно делать? Слушать свое сердце. И это главное, друзья. Дорогие друзья, настало время освободить эту сцену для нашего конкурсанта, который прибыл в Якутск из поселка Чернышевский Мирнинского района. И победил он по итогам СМС-голосования. Никита Егоров и его композиция «Женские сказки». Я думаю, вы сейчас услышите во всей красе. Всем здравствуйте! Меня зовут Никита Егоров, я участник, финалист телевизионно-вокального конкурса «Вот это да!». Я родом из Республики Бурятия, города Улан-Удэ, профессиональный вокалист, лауреат как среди академических певцов, так и эстрадных. Хочу передать привет всем своим родственникам, друзьям, знакомым, всем мне, кто поддерживали, голосовали за меня. За счет вас я прошел финал данного конкурса. Хочу выразить вам большую благодарность и также в дальнейшем, чтобы вы меня поддерживали, голосовали за мою победу в финале. Всем участникам желаю творческих успехов и хорошего настроения. Я хочу придумать, вновь тебя придумать, твои плечи увидеть, сердцем услышать нервную дрожь и дождь. Я хочу поверить, лишь тебе поверить, целовать твои губы, сладкие руки, и мне подарит ночь женские ласки, женские сказки. Вы так жестоки и одиноки в нескольких тысяч и одной ночи. Женские сказки, женские ласки. Шуби-дуба, 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 шуби-дуба. И с другим я знаю, я тебя теряю. Почему все так вышло? Белая вишня, ты на ветру отцвела. Ты его не любишь.
но ты ко мне пришла. Женские сказки, женские ласки. Вы так жестоки и одиноки. Я уел в нескольких листьях и одной ночи. Женские сказки, женские ласки. Шубидуба, 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 шубидуба. Женские ласки. Женские сказки. Женские ласки. Шубидуба, 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 шубидуба. Никита Егоров. Напомню, что он в Якутск к нам вообще, я рада вас приветствовать. Мы познакомились в Мирном, вот, куда приехал из поселка Чернышевский, чтобы принять участие в нашем отборочном, скажем так, региональном туре. Давайте мы послушаем мнение жюри. Вы не против? Да, конечно. Лариса Алексеевна, что вы думаете о женских? Ну, я хочу сказать, что, ну, во-первых, тоже здесь такой диапазон, где нужно хорошо петь низкие ноты, чтобы и был текст прослушан. И наверху без пережимания, потому что где-то вы так пережимаете, что это просто, ну, мне кажется, даже вредно для вас самого себя, как для ваших связок и так далее, да? Вот. Но и, может быть, не самая удачная песня, мне кажется, для вас. У вас могла наверняка в репертуаре что-то более интересное, которая была бы, ну, которая бы легла на ваш голос. Вот в следующий раз, я думаю, что вам хорошо было бы подумать над тем, что показать на конкурсе. Спасибо. Спасибо за мнение. Лариса Алексеевна, я хотела бы передать слово, услышать очень не терпится Людмилу Анатольевну. Я услышала сегодня, что вы профессиональный певец. Тогда у меня очень много вопросов, и как бы, чтобы это так сильно не углубляться, я не поняла, что с интонацией сегодня было очень много не тех нот, не та интонация, несоответствие просто интонации. Потом очень низко, и, как сказала Лариса Алексеевна, в нижнем регистре, да, интонация тоже очень страдала. Верхний регистр у вас более полноценный, но верха очень зажаты, не хватает полета, объема. То есть вы бесспорно очень талантливый, у вас прекрасный материал есть. Но так как вы им пользуетесь, у меня вызывает сомнение, потому что ни низов, ни верхов. И вот все сегодня, на мой взгляд, было очень плавающее и неточно. Вы очень музыкальны, это чувствуется, вы темпераментны, вы чувствуете музыку, но в ней не было развития, не было кульминации, к чему вы привели. Как бы все одно в одном варилось, не было никакого развития. Это мое мнение. Строго. Так, Станислав Петрович, что скажете вы? Никита, ну, во-первых, приветствую, Никита. Очень рад увидеть. Да, действительно, интересная манера исполнения вообще песни. Я второй раз слышу, поешь из репертуара Сосо Павлиашвили. То же самое, хотелось бы услышать, конечно, ваше исполнение. Было чуть-чуть оттуда тоже, да, вот от оригинального исполнителя. Что касается вот действительно, да, переход, вот именно, да, от низкого регистра к среднему регистру у вас есть переход такой, скажем так, не очень уверенно переходите. Вот в высоких регистрах, да, соглашусь с коллегами, да, есть такой зажатость, очень сильная, кстати.
Вот, не хватает именно вот легкости, звуках, белтинга, например, да. То, что вы говорили еще, да, фрай показал, да, это есть хорошо. Но вот именно такое вот, наверху вот хотелось бы чуть-чуть легко было, а не так, что слишком зажато все это звучало. Конечно, эмоционально вы хотели передать, вот, как песня называется, это у нас... Женские сказки. Да, женские сказки. Вот, наверное, как мужчина хотели показать вот такой экспрессию, что ли. Вот, но чуть-чуть легкости наверху действительно не хватало. Хорошо, вот песню, скажем так, вы сделали, но вот именно, скажем, правильно не выстроили. Так, спасибо за такую песню. Но в следующий раз, надеюсь, услышу не из репертуара Сосо Павиашвили. Спасибо огромное. За нашего темпераментного, эмоционального, прекрасного участника могут проголосовать абсолютно все телезрители, кто уже оценил, как это сделала я эмоциональность. Для этого необходимо вам отправить на короткий номер 5533 смс с сообщением со словом «ход» и номером нашего участника. Никита, я искренне желаю, чтобы в вашей жизни были только добрые сказки. Спасибо. И на этой доброй ноте я вас провожаю к моему коллеге Евгению. Удачи и успехов! Вы заметили, дорогие друзья, что энергетика этого исполнителя буквально выливалась с наших экранов вот на нас, на зрителей, и просто мурашки пробегали от каждой практически ноты нашего Никиты. Никита, просим тебя пройти в микс-зону. Поздравляем с выходом в финал. Спасибо. Спасибо большое. Сертификат финалиста. Никита, очень эмоциональная песня. Очень, прямо, я вот сейчас сказал, что прямо твоя энергетика, она выливалась просто наружу. Как ты сам считаешь, что важнее в песне? Энергетика, смысл, внешний вид, мелодия или что? Ну, я считаю, что, наверное, как и текст, так и музыка очень важна. Все в совокупности должно быть, и составляющая некая амплуа, что нужно передать своему любимому зрителю настроение этой композиции, то переживание этой композиции, чтобы, так скажем, как бы тронуло за душу. Ну, ты сейчас тронул, не знаю, многие тысячи сердец и душ буквально своим исполнением. С чем был связан выбор именно этой песни? Ну, эту песню, наверное, я хотел посвятить всем одиноким сердцам в этом мире, чтобы все нашли свою любовь, гармонию в этой жизни, были счастливы. Желаем тебе искренне успехов, вот таких же ярких выступлений. И ты сам тоже преподаешь музыку и вокал? Да, я преподаю профессионально вокал, да, уже 7 лет педагогической деятельностью занимаюсь, а до этого работал в оперном театре как артист. Ну и твоим ученикам тоже желаем вот такой же энергетического такого заряда, как у тебя. Успехов. Спасибо, спасибо большое. Наш прекрасный конкурс продолжает не менее прекрасная участница, которая приехала в Якутск из поселка Махсагало Хангаласского района, Анна Мясникова. Приготовьтесь, дорогие друзья, устраивайтесь поудобнее у экранов телевизора, потому что вас ждет нечто прекрасное. Меня зовут Мясникова Анна. Я являюсь финалистом телепроекта «Вот это да». Музыка живет в моем сердце с самого детства. Вокалом я занимаюсь 7 лет. Когда я узнала о том, что я попала в финал, я была безумно рада, и мне было очень приятно, что есть люди, которые ценят классическую музыку. Я хочу выразить огромную благодарность всем телезрителям, друзьям, коллегам, своим ученикам, своей семье и своему любимому мужу за то, что голосовали за меня и поддерживали меня. В дальнейшем я не хочу останавливаться на достигнутом и принять участие еще ни в одном конкурсе. Я хочу дарить людям те эмоции, которые я передаю через свое исполнение. Я хочу, чтобы люди чувствовали музыку и пропускали ее через себя. Конкурсантам желаю всем удачи. Пусть победит сильнейший.
кричат в зале «Браво!» И знаю, что среди группы поддержки нашей прекрасной конкурсантки Анны Мясниковой находятся ее родные, ее родители, мама, папа и, конечно же, супруг Иван. Да? Ну, я думаю, что не нужно будет уточнять тот факт, что наша Анна является не только участницей, но и победительницей республиканских, российских и международных вокальных конкурсов. Вот. И когда-то мы уже представляли, но я повторюсь, что музыкальная школа, которая расположена в Максагалохе, по праву может гордиться своим уже педагогом, потому что Анна там закончила учебу, а после учебы вернулась и работает теперь там, где когда-то привили ей вот эту любовь к прекрасной музыке. Давайте мы послушаем мнение. Все хорошо? Довольны выступлением? Да? Да, хорошо. Владимир Петрович, давайте мы услышим сначала ваше мнение. Ну, мы сегодня все счастливы со зрителями и вот составом жюри, что мы находимся на конкурсе финалистов лучших из лучших. Вы представляете, целый год это был конкурс, и вас выбрали. Сегодня мы решаем судьбу каждого певца, и поэтому ваше исполнение, конечно, украшает сегодняшний конкурс. Платье звездное, несомненно. Ваша жестикуляция потрясающая. Голос полетный. Но вы волновались. И это отразилось в вашем пении. И это меня очень опечалило. Это мое мнение. Александр Владимирович, что скажете вы? Эмилия, мне сегодня очень трудно. Каждый из участников прям по-своему очень хорош. Финал. Да, финал. Александр Поэтому мне Владимирович. очень трудно сейчас как-то вообще выбирать, ставить оценки. Но... Вы пока не выбирайте, вы пока вот ваше Да, мнение. да. скажите. Анна очень хорошо спела. Да. Ну и вот лично для меня как-то вот не хватило вот полного раскрытия. Да, вот хотелось бы, ну, возможно, вот у вас есть вот мощь вот эта, сидит в вас, а взяли материал такой, ну, который известный, да, все знаем, Ава Мария, который вот чуть-чуть вас зажал. Возможно, вот если бы вы взялись за другой материал, вы бы раскрылись более, да, ярче. Спасибо за выступление. Стас Петрович, мы обращаемся к вам. Да, я второй раз слушаю Анну. Действительно, выглядишь вообще красиво, потрясающе. Так, по поводу вокала. Скажем, ну для меня, сугубо для меня, чуть-чуть не хватило, скажем, полетности именно в звуках. И, соответственно, вы так скромно вышли, и так скромно спели, и так скромно закончили. Вот это от волнения или от чего, я не знаю. Но я тоже сдал действительно, вот как Александр говорит, вспомнить в конце какую-то кульминацию. Имеется в виду сила вокала. Вот, может быть, ошибаюсь, может быть, нет. Но вот лично для меня вот такое мнение. А так, красиво поете, красивый тембр, действительно видно, что вы учились, преподаете вокал, академический вокал. Это здорово, действительно украшает, скажем так, наш конкурс, именно вот вокалисты, как вы. Спасибо за это. Спасибо вам за мнение. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что буквально за 15 минут до завершения нашего сегодняшнего проекта, эфира, будет завершено голосование. Поэтому сейчас, дорогие друзья, достаем телефоны и активно голосуем за наших участников. В данном случае речь идет о нашей конкурсантке, которая исполнила прекрасную композицию «Ава Мария», Анна Мясникова. Анна, мы провожаем вас. Вы знаете, дорогие телезрители, я искренне благодарен судьбе сейчас, что я не сижу в составе жюри. В прошлом году я там был. И действительно, вот как сказали некоторые члены жюри, что очень сложно судить в этом выпуске этого конкурса наших конкурсантов. Действительно, мощные голоса, красивейшие музыкальные композиции. Анна, это вам диплом, это букет. Спасибо. Ну и ваши впечатления о вашем выступлении? Ну, я очень сильно волновалась, и это видели жюри.
оценили все по достоинству, и я очень благодарна за участие в этом конкурсе. Вы знаете, даже не верится, что человек вот такой комплекции может исполнять таким мощным голосом такие классические мощные произведения. А вам самой какая музыка нравится? Какая по душе? Ну, больше классику, естественно. Ну, и попсу. А современную слушайте? Да, конечно, слушаю. Весь Поете? плейлист. Нет, просто слушаю. А исполняете только классическое? Классическую, да. Но все еще впереди. Да. Мы искренне желаем вам дальнейших успехов и поздравляем выход в финал. Анна Мясникова. Дорогие друзья, мы приглашаем на сцену для выступления Евгению Колчанову, представительницу поселка Нижний Куранах. Но я думаю, что тут, наверное, излишни какие-то комментарии, потому что вы увидите все. В этой прекрасной девушке все великолепно. Я, Колчанова Евгения, финалистка конкурса «Вот это да», прошла с помощью СМС-голосования. И хочу в первую очередь поблагодарить своих телезрителей, которые отдали за меня свой голос. Но я думаю, что это, скорее всего, мои родственники, близкие. Я знаю, что сестры за меня голосовали в городе Томск. Спасибо за это большое. Хочу пожелать всем участникам хорошего настроения, удачного выступления, и всего самого наилучшего. Ночь, лунный свет в окне, ты океан во мне, вверх по нему плывут огни, летят, летят за кем-то вслед, а мы с тобой одни. Мой любимый, мой родной, будь со мной, самый лучший на земле. Ты только мой, унеси меня высоко, я не боюсь, ведь я с тобой. Мне свободно и так легко, ты только мой, навеки мой. Ночь свой секрет таит, кто рисует сны мои, все лишь только о тебе они, и где-то ждут на якорях нас корабли любви. Мой любимый, мой родной, будь со мной, самый лучший на земле. Ты только мой, унеси меня высоко, я не боюсь, ведь я с тобой. Мне свободно и так легко, ты только мой, навеки мой. Мой любимый, мой родной, будь со мной, самый лучший на земле. Ты только мой, унеси меня высоко, я не боюсь, ведь я с тобой. Мне свободно и так легко, ты только мой, навеки мой.
Прекрасная, загадочная Евгения Колчанова. Ну, Евгения, давайте так, я не могу вас не спросить, довольны ли вы вообще выступлением в проекте «Вот это да»? Всегда есть к чему стремиться, вот как я скажу. Ну, чувство удовлетворения. Конечно, я получаю огромное удовольствие от этого выступления. Тут у меня сказано в справке о том, что вы преподаете сегодня эстрадный вокал в школе. Ну да, я начинающий педагог, скажем так. Вы начинающий Да. педагог. Давайте вот знаете что, мы можем рассказать историю, как вы пришли в вокал для тех, кто, может быть, сейчас поет там, где вы начинали. Но моя музыка связана, всю жизнь, моя жизнь связана с музыкой, вот так скажем. Да, и вот буквально 15 лет. Я, да, пела в ресторане, да. Приходилось Евгения начинала свои первые шаги в ресторане в качестве вокалистки, артистки. И вот сегодня она на сцене республиканского конкурса в эфире телеканала «Якутия-24». Поздравляем, поздравляем. Ну и давайте мы услышим мнение нашего жюри. Владимир Петрович. Спасибо. Я хотел бы сказать следующее, что вот до этого выступал Петр Пестеров, Мальвина, Ханина Марина, Никита Егоров. То есть вот среди этих ожерельных голосов я все время ищу какой-нибудь бриллиантовый голос. Но нет тут бриллиантового голоса, понимаете? Вы исполнили песню таким лейтмотивом «Ты только мой». Ну вот нет страсти, чтобы цеплять, что это он единственный ваш. как же Понимаете, о образ? чем? Все время в одном ракурсе. Вот это совсем не цепляет, меня не зацепило. Поэтому я не могу сказать, вот это да. Владимир Петрович, а как же образ? Как же образ? Образ? Да. Ну, образ человека, который работал в ресторане, конечно, полностью соответствует. Мне очень нравится ее платье и вообще вот такой полностью ментальность и аура. Это, конечно, мы же сейчас не ценим эту ауру, мы ценим голос и сценическое воплощение этой песни. Поэтому я хочу, чтобы меня цепляло, трогало мое сердце. А этого нет. Поэтому я и говорю, чего нет, того и нет. Держитесь, я с вами. Александр Владимирович. А я вот наоборот оценю ауру. Да, прекрасная аура. Возможно, материал не тот, тут тоже повторюсь. Но хотелось бы, чтобы вот мы же на конкурсе, мы же пришли вот показать на всю республику. Вот надо было бы как-то поработать со своим материалом, чтобы да, раскрыться, чтобы это было и драматургически красиво, и чтобы яркое было выступление, и чтобы все ваши клетки вот играли. Ну, аура была красива. Спасибо. Самое главное. Ну, давайте мы дадим слово нашему третьему мужчине из состава жюри, Станислав Петрович. Евгения, действительно правильно заметили коллеги, что репертуар, скажем так, не раскрыл вас. На самом деле у вас есть потенциал, хороший тембр. Видно, что вы много пели, чувство ритма. Вот именно я хотел, чтобы вы дальше что-то показали. Я думал, что-то будет дальше или нет. Я не знаю эту песню, первый раз слушаю. Я специально перед, скажем так, конкурсом я ничего не слушал, потому что я не хотел сравнивать. Вот, и думал, что-то где-то будет, может быть, песни. Бридж, там что-то еще, там какими-то мелизмами будет украшать. Вот этого не было, поэтому вот я сижу вот так. Почему вы не показали ничего дальше? Вот. Спасибо. А так, удачи, Евгения. Рад видеть вас. Дорогие телезрители, за нашу стильную, красивую конкурсантку Евгению Колчанову вы можете проголосовать прямо сейчас. А для этого вам необходимо отправить смс-сообщение на короткий номер 5533 со словом «ход» и номер нашей загадочной девушки. Я напомню, что эфир у нас в эфире за 15 минут до завершения эфира будет окончено голосование, поэтому успевайте поддержать с этой прекрасной композицией, которую я тоже очень люблю. Моя сестра по духу. Я вас провожаю к Евгению. Подборные аплодисменты.
Евгения Колчанова из Нижнего Куранаха растопила мое холодное сердце, если честно. Евгения, просим вас подойти сюда, в микс-зону. Вы знаете, друзья, это вот редкий случай, тоже один из редких случаев, когда энергетика такая вот мощная, такая теплая, энергетика любви с большой буквы, энергетика уважения, энергетика большая, позитивная, она льется с экрана. Вот вам диплом финалиста и прекрасные цветы. Евгения, вы написали в аннотации, что песни вам пишет ваша сестра, причем близняшка. Расскажите об этом сотрудничестве. Она пишет мне песни. Не пишет? Это не точная информация. А кто автор этой песни? Это, я точно не помню, как у него фамилия. Паненко и Осенина, Да, по-моему, да, да? Вы знаете, вот выбор, наверное, все-таки был не случайен именно этой песни. Почему? Я люблю исполнительницу этой песни, поэтому я выбрала ее песню. Песню «Та девушка», это Лора. Я ожидал, что ответ будет такой, что близка по духу. Да, безусловно, мне близка эта исполнительница, и мне кажется, что она мне подходит, поэтому я ее выбрала. Какую роль играет в вашей жизни любовь? Самую главную. И это главное, дорогие друзья. Настраиваемся только на позитив и на большую любовь. Глядя на нашу следующую конкурсантку, сложно поверить, что она уже мама 2 детей. Прекрасная девушка. Некоторое время назад работала воспитателем, параллельно пыталась совмещать вокальное мастерство, но оказалось это дело сложным, и поэтому она сделала выбор в пользу музыки. Сегодня она студентка Якутского музыкального колледжа. И среди наших болельщиков в зале есть ее супруг, который поддерживает на протяжении всего нашего проекта «Вот это да». Внимание на экран. Всем привет! Я финалистка конкурса «Вот это да» Мария Таврат. Выражаю огромную благодарность всем тем, кто проголосовал меня, отдал мне свой голос. Для меня это было просто невероятной неожиданностью. Как вы все уже знаете, мне 35 лет, и в прошлом я педагог. Ради учебы в музыкальном колледже мне пришлось оставить работу. Отдельную благодарность я хочу передать... Нет. Отдельную благодарность я хочу сказать своему любимому супругу, своим детям, ведь они всегда поддерживают меня во всем. Также хочу передать привет своему педагогу по вокалу Петровой Зое. Зоя, привет! Благодаря тебе я здесь в телевизоре. Желаю всем участникам удачи! The way you got me right here, combustible, and I can't wait to finally explode. The big, big pain, the reason I'm alive, when all the stars collide in this universe inside. The big, big pain, the big, big pain, the big, big pain. Some people like to talk, but I'm into doing what I feel like doing when I'm inspired. So if we take a walk down the beach tonight, I bet that we could light up the sky. The big, big pain, the reason I'm alive, when all the stars collide in this universe inside. The big, big pain, the big, big pain, the big, big pain. Give me the thrill, take it from me, I don't wanna be mummified. Sometimes I feel so isolated, I wanna die. And I take it from me if you got it every time. So baby, bring your body here next to mine, next to mine. No, I don't wanna dream. I'm just wanna leave it. So baby, let's know everything.
Мария Таврат. Мария, у меня к вам вот только вот один буквально вопрос. Я, кстати, знаю, не упомянула о том, что здесь ваши однокурсники с музыкального колледжа Якутского, да, находятся в зале. Один вопрос, да, аплодируйте, давайте, дайте звук, что я не обманываю, вы действительно здесь. Вы не жалеете об участии в нашем конкурсе? Я вообще ни о чем не жалею. Никогда. Еще раз давайте повторите, пожалуйста. Вот. Я никогда ни о чем не жалею. Вообще никогда. Вообще? Нет. Вообще. Какая молодчинка, вот да. Ну, давайте Вы готовы услышать мнение нашего жюри? Конечно, готова. Конечно. Ну, давайте, с кого мы начнем? Людмила Анатольевна, скажите. Зря, что с меня начинаете, зря. Ну, ладно. Ну, раз вы уже дали слово. Вы очень талантливы и перспективны. Но сегодня вы мне понравились менее, чем в прошлый раз. Если в прошлый раз я помнила о вас, до сих пор ваш голос, он у меня в ушах. Ваша интонация красивая, ваша чистота тембра. Потому что тот репертуар, который в прошлый раз исполняли, он вам более в точку. Сегодня вы раскрепощена, вы молодец, вы чувствуете музыку правильно, но это не ваша песня, это мое мнение. Поэтому она сегодня, на мой взгляд, была неудачна, верха не ваши, дыхания не хватает, потому что тесситурно это не ваше. Это мое мнение. Поэтому вот Муана из вас была бы классная, ее там доработать. Но вот это, мне кажется, не попадание с репертуаром. Ну а так, конечно, вы безумно талантливы, это я вижу. И это главное. Александр Владимирович. Ну, я вот сегодня очень удивлен. На прошлой передаче был совсем другой образ, такой наивный, маленький, такой милый. А сегодня такая девочка, бам, биг бен. Хорошо спели. Я вот, кстати, сегодня пришел чуть-чуть пораньше. Вот застал, когда вот Мария репетировала, и наш ведущий вот Евгений ей советовал прыгать. Биг бен. Я вот ждал, прыгнет она или не прыгнет. Ну, не прыгнула. Да, но все равно, когда вот, мне нравится, когда образы меняются, когда вот человек не только одним образом всю жизнь ходит, да, а экспериментирует. И мне очень приятно было вас видеть в новом образе. А можно спросить, а вы вот эту песню сколько репетировали? Вы давно ее поете? Эту песню я однажды выбрала по собственному желанию для того, чтобы петь с педагогом по вокалу, когда я еще вообще просто увлекалась пением. Тогда вообще даже не знала абсолютно ничего, как бы даже не знала, какие ноты, где находятся. Ясно, понял. А мне показалось то, что вы вот совсем вот недавно взяли вот за неделю, не видно Нет, то, что дело вы в том, работали что я с эту ним, песню с этим пела материалом давно, долго. года, может быть, 1,5-2 назад, и, то есть, ну, в любительском образе. После этого я ее исполняла всего один раз только и особо не репетировала. Она мне просто очень нравится. Ясно. Ну, наверное, вот из-за того, что не репетировали, вот было видно то, что вот чуть-чуть вы были зажаты. Но вот образ просто шикарный. Спасибо за выступление. Спасибо. Спасибо за мнение, за подробный разбор. Станислав Петрович, спешим к вам, чтобы услышать вас. Мария, вы передали образно, вот вокально очень слабо передали песню. И песня, соответственно, там тесситура этой песни очень маленькая, чтобы что-то показать. Да, ритмически интересная песня, там и чувствуется грув, а вот именно вокальной стороны, да, соответственно, голос не полностью раскрылся. Вот именно то, что ожидалось, а может быть, где-то будешь по-другому импровизировать там, в связи с тем, что музыке можно вообще импровизировать как угодно. Я думал, так будет. А песня такая скромная, тесситура маленькая, вот по-своему спели. И, соответственно, не знаю, преподавателем работали или нет, но, скажем, позиционное пение тоже было очень слабо сделано. Как вы чувствовали, так и пели просто. Вот сейчас, как я говорю, так и... Ну, речевой позиции такого и тоже не было. Вот я услышал, может быть, речевая позиция где-то использована, тоже очень слабо было это все сделано. Вот. Чисто вот в техническом плане. А вот образно, да, вы двигались, вы передали, это очень хорошо. Вот совет мой, больше технически работайте. А у вас все, образ у вас есть, и харизма есть у вас. А возможно, это вообще
у вас вообще постоянно есть. Вы ни о чем не жалеете никогда. Вот. А вот в техническом плане побольше работайте, тогда будет шикарно, я думаю. Спасибо. Ну, я думаю, что наши постоянные телезрители, свидетели живые того, как наша прекрасная конкурсантка Мария Таврат просто прекрасно переплощается из одного образа в другой. Сегодня она подарила, я уверена, прекрасное настроение. Поэтому, дорогие друзья, голосуйте, пожалуйста. Мария Таврат. Номер ее вы видите на своих экранах. СМС-сообщением со словом «ход» на короткий номер 5533. Вот, самое время поддержать нашу конкурсантку. Мария, спасибо за микрофон. И вот с этой улыбкой прекрасной, светящимися глазами я вас провожаю к моему коллеге Евгению. Вот такие аплодисменты. Мария Таврат в 35 лет решает изменить круто свою судьбу, следуя за своей мечтой. Вот она уже продвигается к нам в микс-зону. Мария, за ваше прекрасное исполнение, прекрасные цветы. Неожиданно, спасибо. Диплом финалиста. Мария, давайте поговорим о ваших планах. Во-первых, вы решили поменять свою судьбу, свою деятельность. Да. С чем это связано? Честно, я не знаю, я просто плыву по течению, куда меня несет, туда я и плыву. Как вы отреагировали на слова нашего компетентного жюри? Ну, как обычно, адекватно. Все правильно сказали, все по делу. Ну, моя цель, в принципе, и была поменять свой образ в основном, как бы, и спеть свою любимую песню. А так как у меня времени абсолютно не было, меня как бы огорошили новостью, то, что я вышла в финал. Я не ожидала этого, честно. Спасибо всем, кто проголосовал. Вы сделали мне услугу. Но, тем не менее, эмоции счастья на лице. И это самое главное, дорогие друзья. Мы желаем вам исполнения всех ваших сокровенных желаний, Мария. Двигайтесь вперед, несмотря ни на что. У вас огромный потенциал, творческий. Это самое главное, и есть желание. Спасибо большое. Привет Мария всем. Таврат. Дорогие друзья, мы далее передаем микрофон для вокала, для участия нашему следующему вокалисту. Он приехал в город Якутск как победитель, по мнению жюри, из поселка Нижний Куранах Алданского района. Данил Абуткин. И не смотрите на то, что он красиво поет, он еще и охотник. Здравствуйте, меня зовут Абуткин Данил, я финалист конкурса «Вот это да». Я представляю Алданский район, поселок Нижний Куранах. Я следил за каждым эфиром этого конкурса, и это еще раз подтверждает мои догадки о том, что наша республика богата не только полезными ископаемыми, но и замечательными, талантливыми людьми. Всем конкурсантам я желаю победы и, конечно же, чтобы царила дружественная атмосфера. Всем спускается ночь, только мне все не спится, и время бежит, словно в речке вода. Дай крылья мне, Бог, чтобы стать вольной птицей и к маме лететь в отчий дом, как тогда. Лишь мама поймет, как душа моя рвется и молится вновь каждый день обо мне. Да в жизни порой все не просто дается, но нету молитвы на свете сильней. Благодарю за все тебя, родная мама, стою под сводами святого храма, молюсь, держу в руках немые свечи. Ты мой маяк в чужом краю, что через годы светит вечно. А сколько еще и дорог, и скитаний готовит судьба каждый день, каждый час. Но в сердце полно счастья и ожиданий, как мне не хватает вновь маминых глаз. Лишь только любовь мои раны залечит, когда снова маму смогу я обнять. Настанет тот день, и тогда станет легче, ведь мама умеет и верить, и ждать.
благодарю за все тебя, родная мама, стою под сводами святого храма, молюсь, держу в руках немые свечи, ты мой маяк в чужом краю, что через годы светит вечно. Благодарю за все тебя, родная мама, стою под сводами святого храма, молюсь, держу в руках немые свечи, ты мой маяк в чужом краю, что через годы светит вечно. Благодарю за все тебя, родная мама, стою под сводами святого храма, молюсь, держу в руках немые свечи, ты мой маяк в чужом краю, что через годы светит вечно. Галантный, молодой, красивый, сильный. Это все наш участник Данил Абуткин, который приехал в Якутск не один, в группе поддержки его супруга. Вот, мы с Данилом уже познакомились до конкурса, когда мы приезжали в поселок Нижний Куранак. И я хочу сказать, что у Данила уже подрастает 3-летний сын, который точно так же ходит на вокал. 8-летний. А, уже 8-летний? Так быстро вырос? Мне Вы говорили. 5 лет не были у нас. Дезинформация. В общем, 8-летний сын, действительно, прошу прощения, у меня с цифрами всегда проблема была. В общем, Данил, у кого занимался по вокалу, к этому же педагогу прекрасному ходит теперь его сын. Поэтому счастлива, я думаю, не только ваша мама, но и ваша супруга, которая очень волновалась во время выступления. Довольна выступлением? Ну, я думаю, что да. Ну, правильно это было или нет, решит наше достопочтенное жюри. Они, конечно, это решат, но давайте мы услышим, да? Не будем Безусловно. томить. Лариса Алексеевна, улыбка не покидает вас, значит, все хорошо. Ну, я хочу сказать, что мне понравилось выступление Данила. Вот, во-первых, было эмоциональное, потом у него очень хороший голос, красивый, и надо сказать, что такой яркий по всему диапазону. Ну и, конечно, очень артистичный. И я думаю, что вам надо продолжать петь, радовать и нас, и своих поклонников, и слушателей своим пением. Расширяйте репертуар. Спасибо большое. Людмила Анатольевна, ну не можем не спросить у вас. Очень музыкальный молодой человек с потрясающими музыкальными и душевными качествами, и с материалом. Просто действительно очень большой диапазон. Вам подвластны большие музыкальные композиции, в которые вы можете просто купаться. Но вам надо продолжать заниматься вокалом, потому что мне, например, на верхах не хватило свободы, полета. Вы прекрасно брали верха. Я не могу сказать, что они были зажаты, но по формированию хотелось бы больше там объема не хватало. А это было бы еще просто потрясающе. Это было бы просто до мурашек. А так я могла бы даже сказать, что вот это, да. В общем, да. Спасибо. Владимир Петрович, что-то вы ручку крутите не совсем, да? Нет, ничего подобного. Прямо заслушался я в пении. Да, я сразу почувствовал, что это перед нами интеллектуальный певец. Все продумано у него, репертуар хороший, адресно поет, знает, кому он поет. Матери он любимой поет, но через свою мать он как бы адресует всем матерям. Это, конечно, цепляет.
исполнение в стиле классической эстрады. Абсолютно, но все это как бы выверено у него. Не так все просто. Все очень цепляет, понимаете, я хочу вам сказать. Ну вот, конечно, имея такой прекрасный голос и диапазон, можно было во время проигрыша еще вокалист добавить вам. Подумайте об этом. Я говорю, вот это да. Спасибо. Дорогие наши телезрители, голосуем. Данил Абуткин поет красиво. Помимо этого он еще прекрасный добытчик, ходит на охоту. В свободное время он играет в рок-н-ролл. Вот, в рок-группе, да? Да, что я опять что-то... Сегодня. В общем, голосуйте, вы знаете, что делать. 5533, короткий номер, слово «ход». Вот номер нашего прекрасного участника вы видите на своих экранах. Успевайте. Данил, я вас провожаю для встречи с вашим коллегой, артистом Евгением. Данил Абуткин растопил буквально женские, не только сердца нашего жюри, многокомпетентного, очень профессионального. Я надеюсь, ваши сердца он тоже растопит. Голосуйте. Наше голосование продолжается. Данил, ну что ж, с удачным выступлением. Я считаю, оно искренне удачное. Диплом участника. Спасибо. Данил, вообще, рассчитываешь ли ты на победу? Ну, естественно, рассчитываешь сегодня. Ну, жюри решит и зрители. Твоя главная победа в жизни, какая она? Главная победа в жизни, как я говорил на первом эфире, это моя жена. Больше пока что побед не нужно. Это тебя вдохновляет, окрыляет? Это заставляет двигаться меня вперед и не останавливаться. Ну, дай бог, чтобы оно так и продолжалось. Я желаю тебе, твоей семье, чтобы вот такое сотрудничество, радость за твои успехи дальнейшие, она продолжалась, естественно. Ну и провожаем тебя ожидать итогов нашего жюри. Спасибо большое. Я, пользуясь случаем, хочу передать привет своим родителям и своему сыну, который смотрит этот эфир. И также поздравить с днем рождения замечательных двух моих друзей. Это Ирина Юнусова и Владимира Березникова. С днем рождения вас. С днем рождения. Спасибо. Те, кто постоянно смотрит лучший эфир Якутия-24, те в курсе, что в прошлое воскресенье во время, опять-таки, прямого эфира единогласным решением нашего жюри победу от города Якутска одержала совершенно прекрасная, милая девушка Саяна Неустроева. И сегодня она поэтому принимает участие в финале. За Саяну сегодня болеют ее однокурсники из Якутского музыкального колледжа. Да? Почему вас не слышно? Где вы? Они стесняются. В общем, если вы слышите аплодисменты, знайте, что это однокурсники Саяна. Ну и, конечно же, мы надеемся на вашу поддержку. Дорогие телезрители, внимание на экран. Всем привет! Меня зовут Саяна Неустроева, я финалистка телепроекта «Вот это да!». Давайте я немного расскажу о себе. Я родилась в столице нашей необъятной страны, в городе Москва. Обучалась я в средней школе номер 31 города Якутска. Также у меня есть сестра старшая, ее зовут Туймада, младший брат Сандал. И у нас есть кот Сережа, ему 10 лет или 11, не знаю, он очень старый. Вот. А еще я умею играть на барабанах, на гитаре, на фортепиано и даже на бас-гитаре. И я также надеюсь, что этот конкурс принесет всем большой-большой опыт, пользу, и желаю всем удачи! But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, Mama. 'Cause I'll be standing on the side when you check it out.
Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing. Everybody needs a chance to take on a new. You're the only one who sees the chance to take it, so don't you worry about a thing. 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 Oh, ba 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 ba. Don't you worry about a Саяна Неустроева, прекрасная девушка. Саяна, скажи, пожалуйста, мне показалось, или ты на самом деле вот получала удовольствие от своего выступления? На самом деле, да, потому что я впервые выступаю с этой песней. Специально для конкурса разучила? Нет, я ее выучила давно, но просто не выступала. Просто для себя учила, да? Ну, давай послушаем мнение нашего уважаемого жюри. Получили ли они такое же удовольствие? Я вижу, что кто-то получил, но сначала Владимиру Петровичу слово. Очень ответственно начинать, потому что я очень волнуюсь за эту певицу, потому что в прошлый раз она меня страшно зацепила. Я тут, помните, подбирал такие имена, как великих певцов Эдит Пиаф, Роза Рымбаева. И на этот раз мне Саина тоже зацепила, хочу сказать. Она исполнила великую вещь Тори Келли «Не беспокойтесь». И мне кажется, она все то, что было, хотел сказать автор этой песни, композиции джазовой, она все это отразила. Я хотел бы еще сказать, что она еще, кроме того, что если она в прошлый раз пела как бы только для себя, и мы это чувствовали, то теперь она это заиграла с публикой, и публика ее поддержала. Я хочу сказать, вот это да. Бальзам на душу. Спасибо большое. Александр Владимирович, что уже скажете вы? Ну, я еще все свое сказал на прошлой передаче. Если честно, на прошлой передаче вы мне понравились больше, чем сегодня. Я не знаю почему, но видно то, что вы владеете своим голосом очень хорошо, у вас очень красивый вокал. Но вот это, не знаю, возможно, мне бы больше понравилось, если бы вы спели на родном русском языке. Так что жду с нетерпением услышать ваш прекрасный голос на нашем богатом русском языке. Пока Саяна выступала, я наблюдала за нашими членами жюри. Ты видела то, что я видела, да? Вот Лариса Алексеевна постоянно улыбалась. Ну, совершенно очевидно. Зажгла, потому что... Совершенно очевидно. Да. В общем, я хочу сказать, что мне очень понравилось, во-первых, вот эта легкость исполнения. Во-вторых, вот чувствую, что от нее такая энергетика идет мощная совершенно, при том, что позитивная энергетика, которая вот как-то заставляет людей шевелиться, улыбаться.
и голос хороший, действительно владеет хорошо голосом, хотя второй курс всего лишь, да? Значит, очень хороший слух, интонация, ритм, это уже все как бы говорит о том, что в этом человеке это все есть. Ну и потом музыкально чувствует стиль вот в этой песне, двигается хорошо. Ну, в общем, зажигалочка. Спасибо. Спасибо вам за поддержку. Дорогие друзья, Саяна Неустроева, вы знаете, что делать. Это, я напомню, что студентка Якутского музыкального колледжа. На короткий номер 5533 со словом «ход» отправляйте, пожалуйста, номер, который вы видите на своих экранах, и голосуйте за нашу конкурсантку. Саяна, нежный мой цветок, я тебя провожаю. Тебя там ждет мой коллега. Саяна Неустроева, студентка второго курса, мечтает о том, чтобы стать большой артисткой, но и с такими советами от такого многокомпетентного жюри. Конечно же, грех ею не стать. Саяна, приветствуем тебя, поздравляем с выходом в финал. Вот тебе цветы и диплом, естественно. Мы сейчас говорили о твоих мечтах. Поделись, какая твоя самая сокровенная мечта? Ой, ну я бы так громко не сказала. Ну, ясное дело, что выйти на мир. Чтобы выйти на мир, нужно петь, наверное, на каких-то иностранных языках. Ну, кроме английского, ты на каком еще поешь? На французском, на португальском, на якутском и русском. Сколько песен в твоем репертуаре? Очень много, не сосчитать. Знаешь, с таким багажом и с такими данными тебе открыты все дороги. Мы искренне желаем тебе дальнейших творческих успехов, дальнейших взлетов и повыше. И надеемся, что через несколько лет услышим и увидим тебя на каких-то мировых уже подмостках. Спасибо большое. Огромный привет всей группе поддержки Саяна Неустроева. Дорогие друзья, ну а мы плавно завершаем нашу программу. И я хочу сказать, что совсем скоро будет отключено наше СМС-голосование. Поэтому, пожалуйста, если вы еще не проголосовали за кого-то из наших участников, кто особенно вам понравился, голосуйте, пожалуйста, по сердцу. Отправляйте на короткий номер 5533 со словом «ход» и номером нашего участника. Ну а я приглашаю на сцену нашу следующую конкурсантку. Не буду говорить, какой она профессии, кто она по специальности. Возможно, вы подумаете, что это настоящая профессиональная артистка. Но это не так. Кто она, я сообщу чуть попозже. А сейчас, под ваши бурные аплодисменты, дорогие друзья, Ангелина Дубовая. Всем привет! Меня зовут Дубовая Ангелина, и я попала в финал конкурса «Вот это да!». Когда узнала результаты, конечно, для меня это было неожиданно, но очень приятно. Я, конечно, в глубине души надеялась, ну вот, мои мечты сбылись, так скажем. А вообще, хочу сказать огромное спасибо своей бабуле, которая прививала с детства мне и моей сестренке любовь к музыке. Она была солистом хора «Томотские узоры», ну и, естественно, пела и напевала мотивы русских песен, которые мы до сих пор помним. Пользуясь случаем, хочу передать привет моей бабушке. Бабуля, привет, я тебя очень люблю. По специальности я провизор. Закончила Дальневосточный государственный медицинский университет. Работаю в аптеке, помогаю людям. Очень люблю дополнительно заниматься вокалом самостоятельно. У меня есть муж. У нас двое замечательных деток, талантливые, они тоже у меня поют. С дочкой мы выступаем на концертах. Вот, кстати, недавно был рок-концерт, на котором мы с ней выступали вдвоем. Веду активный образ жизни. Летом любим отдыхать, путешествовать. Хочу сказать огромное спасибо организаторам конкурса и всем участникам хочу пожелать удачи и железных нервов. Сколько вертится шар земной, не уйти от нее одной. Белая птица в сердце стучится, открой.
завладеет твоей душой. Мир навек поменяет твой. Белая птица в сердце стучится, открой. И ты можешь пытаться опять от нее на край света сбежать. Можешь ты дойти до края, от себя убегая. Все равно, когда время придет, любовь тебя найдет. Любовь тебя найдет. Можно просто идти вперед. Можно верить, что все пройдет. Запирать дверцы, но уже в сердце живет. Завладеет твоей душой. Мир навек поменяет твой. Белая птица в сердце стучится, открой. Открой. И ты можешь пытаться опять от нее на край света сбежать. Можешь ты дойти до края, от себя убегая. Все равно, когда время придет, любовь тебя найдет. Любовь тебя найдет. И ты можешь пытаться опять от нее на край света сбежать. Можешь ты дойти до края, от себя убегая. Все равно, когда время придет, любовь тебя найдет. Любовь тебя найдет. Вот это, да, дорогая наша Ангелина Дубовая, которая приехала к нам из города Томмота, Алданского района. Волновались? Конечно. Сильно? Ну, Очень. Вот в прошлый раз, все равно холодные, Да-да. когда мы на предыдущем этапе знакомились, я помню, что Ангелина так волновалась и говорила, что у меня новопосит выходит, и руки ледяные были. Но сложно поверить, что так поет провизор. Абсолютно, вот я считаю, что должны тут звучать самые бурные аплодисменты. Вот, и группа поддержки вместе с вами. Давайте мы услышим мнение. Владимир Петрович, что скажете вы? Так, ну что я могу сказать? Мне, конечно, понравилось исполнение Ангелины, но я хотел бы сказать о том, что вы все-таки, это выбор песни не конкурсный. Понимаете, вот, ну не цепляет, надо сказать. Какое-то песенное откровение, вы как будто для себя поете, а не для публики. Вот единственные места, где вы там брали высокие ноты, открой, сбежать, а остальное все, так скажем, на разговорном примарном тоне. И поэтому все время сидишь и как бы слушаешь вас, и как-то нету вот того вот конкурсного выступления, где можно сказать: понимаете, вот нету, вот все как-то все. Вот, например, с вашим конкурентом взять Абуткина, да, кажется, тоже с Алданского улуса вашего, то, конечно, это небо и земля. К сожалению, так получается. Но это мое личное мнение. Что скажут другие, я не знаю. Хорошо, что я сегодня просто ведущая, ладно? Александр Владимирович. А мне очень понравилась Ангелина. И это радует. Да, и вот это...
Владимир, извините, вот это да! И песня, и вот эта подача. Возможно, ну я тоже вот хотелось бы, да, думал, может быть, надо было как-то поднажать, а может у нее натура такая. Да. Она вот спела так, как, вот, да, чувствовала. Совершенно правильно. Чувственная, Спасибо, да. нежная, спокойная. Да. Так было задумано. Спасибо. Вам спасибо за мнение. Ну, Станислав Петрович, завершающее Ангелина, слово за я вами. очень рад видеть вас. Вот очень приятный, хороший тембр. Вообще хочется слушать и слушать. А вот я смотрю и слушаю вас, да, и хочется что-то сделать, чтобы вы спели еще лучше, еще подали смысл песни еще как-то по-другому. Вот потенциал огромный. Вообще приятно слушать вот такие тембры, приятно слушать, когда вы чувствуете еще музыку и песню. А вот не хватает вот рук, вот педагога, вот это очень сильно мешает. Вот, если я вот тоже сижу вот так, да, и думаю, поработать бы вот такими вот нюансами какими-то, вообще совершенно по-другому вы спели. Вот. А на самом деле потенциал вообще, все есть у вас для того, чтобы... Ну, наверное, даже 5 минут хватило бы для того, чтобы посоветовать что-то сделать, вот так-то спойте, вы наверняка сделали. Вот такой огромный потенциал у вас есть. А вот спасибо. Дорогие друзья, я напомню, что совсем чуть-чуть осталось до завершения нашего голосования, поэтому за нашу прекрасную девушку, очаровательную конкурсантку Ангелину Дубовую голосуем дружно, быстро, все вместе. На номер 5533, короткий номер со словом «ход», отправляйте, пожалуйста, цифру с номером нашей участницы, которую все вы видите на своих экранах. Ангелина, искренне вас поздравляю. Я считаю, что вы действительно украсили наш конкурс. Ну и подборные аплодисменты я провожаю вас к нашему Евгению. Итак, через несколько минут буквально мы узнаем имя победителя по результатам, естественно, вашего голосования, друзья. Так что вот напрягитесь и скрестите все пальчики за ваших любимчиков в нашем сегодняшнем эфире. Ангелина уже подходит ко мне в микс-зону. Ангелина, ну вот, поздравляем вас с выходом в финал. Такое искреннее волнение, такое вот прямо лучезарное счастье прямо в ваших глазах. Ангелина, ну скажите, вот с каких пор, с каких лет вы начали увлечение вот это свое музыкой? Ну, вообще я пою с детского сада. Меня как-то выдвигали все равно на первый план. Ну, школа, естественно, колледж. В университете не выступала, а так вот на таких мероприятиях городских и ну, где-то в школе участвовала всегда. А сейчас как? Сейчас тоже выступаю. Ни одно мероприятие не проходит без вашего участия? Ну нет, проходит. Бывают такие моменты. Но после этого конкурса, наверное, чаще будет. Ну, думаю, что да. Далее, планируете ли вы связать свою судьбу с музыкой, с пением? Ну, я уже связала свою судьбу с музыкой. На самом деле, по специальности это я провизор, естественно, это мне очень нравится, но музыку я не покидаю никогда. Поэтому единственное, что когда я жалею о том, что когда закончила музыкальную школу по классу виолончель, я инструмент отдала. Я бы сейчас его, конечно, не отдала. Ну, может быть, не поздно и наверстать? Ну, думаю, что да. Увлечение музыкой полезно в любом возрасте, дорогие друзья, и в совершенно маленьком возрасте, в глубоком детстве, и уже в зрелом возрасте, и даже далеко за пределами зрелого возраста. Так что берите пример с наших участников, которым музыка помогает жить, дышать, творить и достигать. Поздравляем вас. Да, спасибо огромное. Как бы нам не было грустно, но к своему логическому завершению подходит второй песенный интерактивный телевизионный конкурс
Вот это да. На протяжении всего периода времени перед нашими телезрителями выступили участники из поселка Нижний Куранах, города Тамота Алданского района, города Мирный и поселка Чернышевский Мирнинского района, поселка Максоголох Хангаласского района и города Якутска. В эту минуту, дорогие друзья, СМС-голосование за номинацию «Приз зрительских симпатий» можно считать уже завершенным. Вот, совсем скоро вы узнаете, кто же из наших участников стал победителем второго песенного конкурса. Вот это да. А я напомню, что согласно положению конкурса победителя у нас будет два. Первого определяют члены нашего жюри, которые уже удалились на совещание, ну а второго по решению наших телезрителей. Не переключайтесь. Дорогие друзья, далее перед вами выступает Леонид Анциферов. Море вернулось говором чаек, песней прибоя рассвет пробудил. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом малым вместе с собой. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им, детские сказки на синих ладонях несет корабли. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом малым вместе с собой. Спасибо огромное, неподражаемый Леонид Анциферов, друг нашего телеканала. Ну а далее нашу музыкальную паузу продолжит, вернее, пока у нас пауза, дальше с музыкальным номером выступит мой коллега, на протяжении которого всего эфира, который был вместе с нами, это Евгений Прокопьев, певец и отличник культуры нашей республики. Назад
эти белые розы, о, желтые тюльпаны, о, и снова ночь седая никак не отпускает меня. Джинсовая куртка, старый кассетник, та музыка нас связала уже навсегда. И я напеваю тебе в тишине предрассветной слова, которые я пронесу сквозь года. Про белые розы, желтые тюльпаны, сибирские морозы, танцы странные, и снова навсегда никак не отпускает меня. Ах, эти белые розы, о, желтые тюльпаны, о, и снова навсегда никак не отпускает меня. Про белые розы, желтые тюльпаны, сибирские морозы, танцы странные, и снова ночь седая никак не отпускает меня. Про белые розы, желтые тюльпаны, сибирские морозы, танцы странные, и снова ночь седая никак не отпускает меня. Ах, эти белые розы, о, желтые тюльпаны, о, и снова ночь седая никак не отпускает меня. Браво! Браво моему партнеру по сцене Евгению Прокопьеву. Ну а мы, дорогие друзья, как мы уже ранее объявили, сейчас мы хотели бы пригласить сюда всех наших участников. Приглашаем сюда Петр Пестерев, Мальвина Аверина, аплодисменты, пожалуйста, Марина Ханина, Никита Егоров, Анна Мясникова, Евгения Колчанова, Мария Таврат, Данила Будкин, Саяна Неустроева, Ангелина Дубовая. Это те люди, дорогие наши зрители, которые, в принципе, объединили нас сегодня здесь, в этой телевизионной студии. Это те люди, за которых мы голосовали и переживали, естественно. Дорогие друзья, красивые, чистые голоса, уникальные наши жители. Мы в очередной раз доказали, я думаю, что благодаря нашему проекту, что талантами богата земля якутская. Ваши аплодисменты. Ну а сейчас, наверное, настало время, чтобы подвести итоги нашего сегодняшнего конкурса. Давайте сейчас предоставим слово уважаемым членам нашего сегодняшнего жюри, судейской коллегии. Людмила Анатольевна, пожалуйста, ваши впечатления. Ваши впечатления, мнения. Я хотела бы небольшие пожелания. Но, во-первых, поздравляю всех, что все нашли время, что все сегодня поделились состоянием своей души. Но вот некоторые моменты хотела бы на перспективу подсказать, что, может быть, вам потом в дальнейшем будет легче. Первое – это, конечно, выбор репертуара. Если вы идете на конкурс, старайтесь всегда, чтобы это было конкурентоспособное произведение, сочинение, чтобы оно было выигрышное, чтобы максимально показывало ваш голос. И главное, помимо того, чтобы показать голос, там должна быть высокая мысль. Вот сегодня у меня душа, не поверите, она прям разрывалась от того, что я сижу и слышу прекрасный материал, купаться можно.
ну, извините, я сейчас прямым текстом скажу, песня примитивная. В песне припевчик, куплетик, никакого ни модуляции, ни развития. Очень простой текст. Все, он вас объединил. Он выбор песни вас провалил. Не ваш талант. То есть вот всегда 99% это репертуар. Второй момент. Всегда должна музыка быть в развитии. Что вы хотите сказать, к чему вы должны перевести. Обязательно всегда следите, чтобы у вас была кульминация. Где тот разрыв, где тот накал, он должен был появиться, и чтобы мы все мурашками покрылись. Ну, не только мы, и все, кто вас слушает. Но третий момент. Сегодня я почувствовала особенно это, что вы любители, и у вас, мне кажется, у многих из вас стоит блок в голове. Но я же любитель, значит, я не могу как профессионал. Да вы знаете, у вас у многих такие материалы, что профессионалам до вас еще есть люди в высшее заведение позаканчивают и не умеют петь так, как вы. Больше уверенности в себе, больше куража, больше свободы. Вот сегодня тоже слышала потрясающие материалы, но вы поете сдержанно. Вы даже ножками двигаете и ручками делаете. Ну, потому что вы понимаете, что какая-то, извините, движуха должна быть сдержана. Вот здесь грудная клетка сдержана, все здесь сдержано. Вы, ну, может быть, волнение, может быть, не столько еще есть опыта, но вот вы должны себе психологически помочь и настроить, что есть люди-любители, самородки их называют, которые могут петь лучше, чем профессионалы. Спасибо большое, Людмила Анатольевна. Совершенно Вот верные так. слова. Я бы сказала даже, что такое музыкальное благословение с дельными советами для наших конкурсантов. Это дорогого стоит, да. Действительно. А я хотела бы слово передать далее Владимиру Петровичу. Ну вот завершился конкурс телевизионный, замечательный в нашем павильоне. Я очень рад, очень счастлив, что вы все такие разные. Приехали, представляете каждый свой улус нашей необъятной республики. Вы на самом деле все талантливые, очень одаренные, но по разным обстоятельствам, но все равно нам песня строить и жить помогает. Вы это сами сегодня показали. Я хотел бы вам сказать о том, что, вот как Людмила Анатольевна сказала, когда вы выходите к людям с чем-то, вы должны это донести, зацепить. А если вы певец, то вы должны песней зацепить человека. Вот каким образом вы зацепите, это ваша свобода, ваш интеллект, ваше знание, умение. Не обязательно даже можно спеть. Вы просто можете даже проговорить, но так проговорить, чтобы это действительно зацепило. Выбор песни – это очень сложно. Вы не относитесь так просто. Вот эту песню я пела там когда-то 2 года назад, давай-ка я вспомню, спою. Не надо так делать. Вы идете на конкурс, вас смотрит вся республика, вы представьте себе, и дети, и взрослые, и пожилые люди. Так вот, вы должны донести каждому из них свое искусство, свой интеллект и свой улус. Я желаю вам успехов и добра, и чтобы в следующий раз мы услышим и увидим из ваших уст замечательные шедевры. Добрый путь! Спасибо, Владимир Петрович. Ну, Саша Лукин, Александр Владимирович, много лет отдавший сцене, сценическому искусству. Твое веское слово, пожалуйста. Вот когда мы с жюри начали совещаться, вот вы нас чуть-чуть запутали, Евгений. Когда начали петь, все начали голосовать за вас. Вот, нас кое-как остановили. Оказывается, вы пели вне конкурса. Шутка. Всем ребятам огромное спасибо. Вы прекрасно сегодня спели, показали свои мощные голоса, мощные номера. Я думаю, что сегодня нету не проигравших. Сегодня вы все победители. Я желаю вам еще творческих успехов. У вас все получится. Не каждый решится прийти и вот так показать свои таланты, так скажем, да, на всю республику. Вы отважились, вы пришли, вас увидели, вас услышали, и вы все добились того, чего вы хотели. Вы все победители. Поздравляю вас. Спасибо большое, Александр Владимирович. Ну а мы далее хотела бы передать слово Ларисе Алексеевне. Но я в который раз убеждаюсь, как талантлива наша земля. Сколько талантов
вот мы видим на примере нашего конкурса «Вот это да». Я хочу вас поздравить, и вот как сказали, что вы все победители, и я с этим полностью соглашусь. И хочу еще сказать, что время, которое мы имеем, работает на вас, потому что впереди еще столько много чудес, которые вас ожидают. И тем более, что вас увидела вся республика, теперь ваши имена знают и, наверное, будут хотеть еще раз услышать. И мы вас ждем с очередными визитами в столицу нашу, чтобы выступить на сцене наших театров. Во всяком случае, я желаю вам больших успехов, удачи во всем. Дерзайте. Спасибо за мнение. Я хочу напомнить, что спонсором нашего прекрасного песенного вокального проекта является компания «Полиметалл», которая на протяжении всего периода поддерживали и нас, и наших участников. Поэтому спасибо огромное. Ну а далее еще немаловажный факт. Наш конкурс проводится при поддержке Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. И мы в эту самую минуту хотели бы предоставить слово министру Афанасию Ивановичу Ноеву, который в эту самую минуту находится здесь, в нашей студии. Вот, Афанасий Иванович, пожалуйста, вам Давайте слово. встретим аплодисментами нашу поддержку всемирную. Добрый вечер, уважаемые телезрители, дорогие наши участники, члены жюри. Нам очень приятно, что уже второй год Якутия-24, НВК Саха вместе с управлениями культуры наших районов, наших клубных учреждений и, безусловно, при поддержке наших членов жюри проводит такой замечательный телевизионный конкурс, который набирает обороты. И мы хотели бы сегодня сказать, что компания «Полиметалл» в этом году стал спонсором генеральным. И, безусловно, мы хотели бы сказать, что в прошлом году «Железные дороги Якутии» нас поддержала. Наши промышленные компании поддерживают. Это здорово. Вот это да. И телевизионный конкурс состоялся. Спасибо всем телезрителям. Мы на протяжении более 2 часов болели, кто все-таки станет победителем. Мы это ждем. И, конечно, хотелось бы сказать, что в этот год семьи, год детства в России, в республике, очень приятно, что участниками стали, финалистами стали именно те люди, которые являются родителями, которые имеют семьи, которые семьями приехали в город Якутск, именно Якутию-24. Это нам очень приятно, и хотели бы, чтобы этот телевизионный конкурс, который был инициирован каналом Якутия-24 и Министерством культуры, оно имело успех. Всем нашим телезрителям, кто голосовал, всем нашим участникам большое спасибо. Спасибо большое. Спасибо Афанасию Ивановичу. Ну и, дорогие друзья, я хочу напомнить, что сегодня завершается, буквально исторический момент, и вы все свидетели, завершается второй песенный конкурс. Действительно, это исторический момент в жизни каждого из участников. Этот момент мы запомним все на всю свою жизнь. И сейчас вот и сюрприз, из-за чего мы, в общем, затянули время. Евгений, мой коллега. Настал момент. Сейчас Аплодисменты, поблагодарить наших очаровательных участниц жюри. Это вам. От телепроекта «Вот это да» и от телеканала за вашу Якутия-24. работу и за ваше мнение.
Ну а далее нашу программу я хотела бы предоставить слово генеральному спонсору нашего конкурса, компании «Полиметалл», конкретно руководителю отдела по связям с общественностью якутского филиала акционерного общества «Полиметалл» Наталье Шахурдиной. Добрый вечер всем! Ну, во-первых, от имени своей компании, от имени всех своих коллег, это настоящие люди труда, которые прямо сейчас, в эту минуту продолжают свою работу, осваивая недра нашей прекрасной Якутии, я хочу выразить огромную благодарность и сказать, что я просто очень рада здесь присутствовать. Вот это да, я говорю всем участникам, которых мы имели счастье смотреть наблюдать на протяжении всех этих недель. Хочу сказать, что то, что компания «Полиметалл» поддержала этот замечательный проект, это на самом деле все очень логично и символично. Ведь песня каждый раз рождается из глубин человеческой души для того, чтобы послужить людям и самой жизни. И я могу провести параллель с нашей работой, с горной добычей. Для того, чтобы, только представьте себе, чтобы добыть каких-то 4 грамма золота, нужно освоить, переработать целую тонну руды. Это большой труд. И каждый раз это прикосновение к тайне, несмотря на то, что мы пользуемся очень продвинутыми современными технологиями. И то же самое творит песня. Потому что каждый раз песня пробуждает в нас вечное, прекрасное, то, что невозможно устранить ни при каких обстоятельствах. И я поздравляю всех участников. Конечно, я поздравляю наших победителей. И у меня только одно пожелание. Пойте, пойте дальше, храните, передавайте и приумножайте все то классное, жизнеутверждающее, что есть в песне. Спасибо! Спасибо большое, Наталья. Оставайтесь вместе с нами. Наступает самый главный момент. Через секунду мы узнаем имя победителя. Кто же одержал победу в нашем конкурсе во втором сезоне песенного проекта «Вот это да» в категории «Приз зрительских симпатий»? За кого же сегодня отдали наши телезрители наибольшее число голосов? Дорогие друзья, внимание на экран. На экран мы смотрим таблицу, в которой мы увидим, кто же... Очень волнительный момент. Это действительно очень волнительный момент. Итак, победителем нашего конкурса становится Анна Мясникова. Да. Наибольшее число голосов, 795 голосов за этот вечер. Приз зрительских симпатий. Еще раз, бурные аплодисменты, друзья. Вручает приз, статуэтку, а также сертификат. Во-первых, диплом приза зрительских симпатий, ну и главное, сертификат на сумму 50 тысяч рублей. Спасибо огромное. Всего получила наша редакция 2838 голосов, дорогие друзья, со всей республики и далеко, даже за ее пределами, голосовали люди. Аплодисменты нашим зрителям, нашей поддержки. Анна, мы, конечно же, вас поздравляем и хотели бы поблагодарить всех участников. Посмотрите, как вы зажгли сердца людей, что голосовали и смотрят этот прямой эфир, несмотря на позднее время. Ну а далее мы хотели бы предоставить слово прекрасной даме, нашему руководителю, генеральному директору компании «Якутия-24», на хрупких нежных плечах которой проходила вся организация конкурса, Марианна Тарасова. Слово, пожалуйста. Спасибо. Я знаю, что коллеги меня очень любят, но я директор телеканала «Якутия-24», пока не генеральный директор канала. Есть такое. Ну что, настал едва ли не самый волнительный момент вечера. Скоро мы узнаем, кто же победил в этом конкурсе песни. Вы знаете, год назад, когда мы разрабатывали этот проект, мы не знали, насколько будет он любим нашими зрителями. Но вот мы отработали 2 проекта, и сейчас с уверенностью можем сказать, что
этот проект один из самых рейтинговых на канале Якутия-24. Пользуясь случаем, конечно же, бы хотелось поблагодарить тех, кто работал над этим проектом. Компанию «Полиметалл», наших спонсоров. Хотим поблагодарить Министерство культуры и духовного развития за поддержку этого проекта. Благодарим Дома культуры, которые работали над этим проектом в Мирном и в Нижнем Куранахе. Также еще хотим поблагодарить наших участников, наших зрителей, тех, кто голосовал за участников, волновался, наших членов жюри в лице председателя жюри Стаса Петровича и колледж культуры и искусств имени Аграфены Макаровой. Этот проект в Мирнинском районе нам помогал выпустить в эфир наш партнер, медиакомпания «Алмазный край». Им тоже наша благодарность. И передаем вам большой привет. Ну и что хочется сказать, конечно же, друзья, давайте идти по жизни с песней. Песня помогает жить, развиваться и радоваться жизни, чтобы в нашей с вами жизни было как можно меньше минорных нот и побольше мажорного лада. Ну что, друзья, узнаем, кто победил в этом конкурсе в сезоне 2024 года. Итак, кто же стал победителем второго конкурса «Вот это да». Почетная миссия огласить имя победителя второго телевизионного песенного конкурса «Вот это да» предоставляется председателю нашего жюри Станиславу Петровичу Олесову. Всем добрый вечер, уважаемые телезрители, уважаемые конкурсанты. Действительно, сегодня завершился финал такого масштабного, красивого конкурса «Вот это да». Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить своих коллег, что вы были вместе со мной в течение этих дней. Мы очень хорошо работали вместе. Хотел бы поблагодарить участников конкурса. Действительно, вы очень хорошо подготовились. Для души пели. Это было заметно, это было волнительно, это было приятно. Ну, конечно, конкурс есть конкурс. Мы должны объявить победителя. Ну, победителем второго конкурса телевизионного становится... Волнуетесь? Аплодисменты, аплодисменты. Еще друзья. громче. Еще громче. Победителем второго телевизионного конкурса «Вот это да» становится Неустроева Саяна! Ура! Победитель второго песенного конкурса «Вот это да» становится хрупкая, молодая, но очень талантливая девушка Саяна Неустроева. Аплодисменты! Кубок победителя и приз, сертификат на 100 тысяч рублей получает наша Саяна. Аплодисменты, друзья. Я не могу подобрать слов. Это действительно очень волнительно, очень ответственно. Спасибо большое всем моим родным, всем моим близким, что поддерживаете. Спасибо большое телезрителям. И эту победу я посвящаю... Кому? Я посвящаю своему дедушке. Саяна не может сдержать слез радости и счастья, естественно. Растрогалась наша победительница. И это вполне объяснимо. Конечно, одарите, осыпьте ее аплодисментами. Конкурс. Есть конкурс, есть, конечно же, победители и проигравшие. Но на этом наш второй конкурс завершен, и мы находим
таланты, хочется об этом в первую очередь сказать, поющие таланты со всей республики. Телеканал «Якутия-24» в буквальном смысле открывает новые возможности для тех, кто встает на путь вокала. И пусть каждого телезрителя нашего, кто мечтает стать артистом, пусть и ваша мечта реализуется вместе с нами, с телеканалом «Якутия-24». Мы не прощаемся, а говорим до новых встреч в будущем году, когда состоится 3-й вокальный конкурс «Вот это да». Готовьтесь, и, быть может, в следующем году станете вы победителем или участником, как минимум. До новых встреч! Всего самого наилучшего, дальнейших творческих побед!